Этот инструмент, в общем-то, был собран силами радиозавода Красноярского. По моим задумкам, я как музыкант работал над начинением, над функционалом этого инструмента, чтобы расширить возможности традиционного баяна. Ну, он на что способен? То есть, вот какие Он инструменты еще играет может? звуками различных оркестровых инструментов, более 400 тембров. Это и скрипки, и всевозможные гитары, колокольчики, то есть рояль. Слушайте, здорово. Разножанровую музыку, то есть вплоть там до духовых оркестров. Могу сейчас что-нибудь еще вам показать. Давайте. Тут, например, любимое всеми «Прощание славянки». Это очень круто, конечно. Скажите, как вот собирали, сколько времени и, в принципе... Почему, да, вот, как это так пришли возможно к тому, стало? что нужно собрать? Ну, на разработку инструмента потрачено больше 2 лет. Этот инструмент, он был конкретно собран здесь, в Красноярске. Идея сама пришла из Москвы. Инструмент данный собирался где-то в течение месяца. Ну, уже из готовых, естественно, комплектующих. Дорабатывался и так далее. Ну и сейчас на нем развлекаются, в общем-то, сотрудники предприятия. В свободное время у нас даже есть клуб, где под него играют, поют, проводятся репетиции. В общем, все счастливы. Ну, а есть какая-то особенность, вот именно, что играешь ты не на баяне, а там вот фортепиано там или трубы, то есть... как бы, Техника или выполнения, умеешь да, играть, такая то сумеешь играть все, что угодно? Достаточно уметь играть на баяне. То есть этот инструмент, он дополняется электроникой. То есть если умеешь играть на баяне, на акустическом, то, соответственно, подобрав нужные тембры, создав вот эту аранжировку, можешь исполнять практически любую музыку. Так, ну давайте Ну вот, исполним. Давайте еще сейчас исполним, попробую вам сыграть. Тоже вот у нас много интеллектуалов есть, знаете, они любят Орган. Баха. Вот так, сейчас я покажу, как это происходит. По соседству, поэтому мы сейчас уже чаще стали слушать органную музыку в исполнении баяна. Можете дуэтом, в принципе, я так понимаю, да, сыграть? Да, конечно, да. С органом. А можете какую-то вот композицию такую целиком нам сейчас продемонстрировать, сыграть? Да, конечно. Строить надо? Я сыграю кусочек французского вальса. Ну, целиком, как вы понимаете, чтобы...
Слушайте, ну прямо инструмент, целый оркестр в одном флаконе. Вообще, как бы, там возможно какие-то партии прописать, чтобы параллельно, не знаю, там еще и ударные установки играли там и все это. Да, дело? конечно. Все это тоже можно? Все Это очень, все есть? да, переключается. То есть вот если вы слышите сейчас вот такой легкий ударный аккомпанемент звучит, я могу его отключить, и звучит просто такая оркестровая партия. То есть есть и возможности, например, сделать более мощные ударные, ну, например, вот как в определенном таком пресете, где я играю что-то напоминающее хард-рок. Смотрите. Просыпаться Ну, именно с отлично, утра. мне кажется. Вообще, в принципе, я так понимаю, что все инструменты можно выбрасывать, да? Все С таким собрано баяном, воедино да. здесь. Ну, причем, еще раз замечу, если вдруг кто-либо только-только включил, что инструмент создан на нашем радиозаводе Красноярском. 2 года создавали. Можно и так сказать. 2 года практически ушло на создание. Но это очень круто. Спасибо вам за то, что пришли к нам и показали, Спасибо продемонстрировали. большое. Реально